Уже 4-й год в летнее время яблоневый сад на территории Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского превращается в необычный поэтический салон. В теплое время года здесь традиционно собираются литераторы и их поклонники, чтобы насладиться не только творчеством, но и прекрасной летней атмосферой. Первый в этом году поэтический марафон на свежем воздухе получил название «Ты – основа прыгажости, ты – життя першапрычына». Мероприятие посвятили году белорусской женщины. А сегодня тема «Женщина». Потому что год белорусской женщины, потому что в основном женщины собираются, поэтки, и тема пишут они и про себя, и про своих коллежанок, и мужчины пишут про женщин. Тому эта тема у поэзии распаўсюджена так само, и она популярная. И мы собрались, как почитать один одному, и тем, кто пришел поцікавиться, аматорам литературы, свои верши про женщин, для женщин и наогул про лето. Во время поэтической встречи звучали не только произведения, посвященные образу женщины, но и личные истории авторов. Литераторы рассуждали о роли творчества в их жизни и поиске вдохновения, а также о том, каково это – быть женщиной и писательницей одновременно. Бывает, проваляюсь день как дура. Бывает, изгаляюсь, как нимфетка, но при себе сердечная микстура, для слез всегда имеется салфетка. Бываю и веселой, и серьезной, то возмущаюсь, то само смирение, капризной, боевой, неосторожной. От фаз луны зависит поведение. Это страдалица, по-перше, тому что женщине треба всюди поспяваць. Яна і жонка, і маці, і бабуля, і нават прабабулі маладыя цяпер, у якіх шмат спраў і на працы працаўніца. І калі яна захоплена творчасцю, дык проста трэба знайсці гэты момант, гэты дзень, гэтую часцей ноч, каб пасядзець і папісаць тыя вершы, якія прыйшлі на душу, выпісаць тое, што ты адчуваеш, выліць гэта ў вершах, усю сваю душу. На палоўнай старонцы размяшчу ў сваёй кнізе шмат слоў важных і цёплых, я хачу ёй сказаць. Ёсць каго беларусам прыклад шчырасці браць, як і цётка адданымі і руплівымі быць, мовы матчынай роднай не цурацца, любіць, бы на ніве зернятка сеяць роднае слова, каб паўсюдна гучала беларуская мова. Мяне натхняе на творчасць заўсёды нейкія падзеі, вядома, узнагароды. Гэта вельмі важна, калі у чалавека, то есть пісьменніка, азначаецца творчасць пісьменніка, адзначаецца якімісьці граматамі, якімісьці прызамі. І гэта ў асноўным натхняе. А яшчэ больш натхняе, калі твае творы чытаюць, калі твае кнігі запатрабаваныя, калі ў бібліятэках дзеці радуюцца тваёй новай кнізе і праходзяць прэзентацыі. Яна з калыскі ўвасаблення чысціней. Яна сатканая з духмянай канюшыны, з душэўнай ласкі і сардэчнай дабрыні. Яна напоўнена спагадай да прасторы, наскрозь працятая, пашанай да бацькоў. Яна не церпіць зневажальнае пакоры, адказна ставіцца да ўчынкаў і да слоў. Поэтический вечер в саду библиотеки доказал, что женщины умеют и вдохновлять, и вдохновленно творить сами. Среди белорусских авторов есть множество выдающихся писательниц и поэтесс. Их имена не раз звучали на мероприятии. Знаменательным является тот факт, что этим летом мы отметили 185-летие нашей великой землячки Лизы Ожешко. Буквально вчера исполнилось 150 лет со дня рождения тетки Лоизы Степановны Пашкевич. Мы коллективом нашим писательским принимаем самое активное участие в этих мероприятиях при помощи библиотеки, при помощи библиотек Приниманского края. Ездим. Вчера мы были в Щучине, мы принимали участие
участие в литературном фестивале. Мои коллеги 12 июля были в городском поселке Острено, также на мероприятиях, посвященных юбилею тетки. Мероприятия в Яблоневом саду Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского продолжатся, пока будет позволять погода. И, возможно, обмен творчеством на свежем воздухе вдохновит авторов на создание новых удивительных произведений, посвященных женщине.